Добрый день, уважаемые телезрители. В минувшем 2021 году исполнился 80-летний юбилей со дня начала Великой Отечественной войны, то есть нападения фашистской Германии и ее сателлитов на Советский Союз. В текущем же, в 2002 году, также у нас знаменательная дата, это 80-летие начала битвы за Кавказ. Как мы знаем, землю Абхазии, нашей родной, очень сильно затронули в этом плане боевые действия, то есть были боевые действия в горах на всех трех направлениях, Кухорском, Арухском, Санчарском. Мы знаем, что города и другие населенные пункты Абхазии подвергались бомбардировкам немецкой авиации. Ну и третий такой информационный повод, скоро приближается 23 февраля, советский праздник, в общем-то, День Советской Армии, Военно-Морского флота. Сейчас это отмечается в России и в других странах как День защитника Отечества. Но, тем не менее, учитывая все совокупность этих факторов, позволю себе, благодаря любезности организаторов программы «Наследие», выступить с небольшой краткой лекцией, посвященной участию Абхазии в Великой Отечественной войне. Значит, Абхазия и начало войны. Мобилизация. Как известно, 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники, ее сателлиты вероломно, потому что без объявления войны, осуществили вооруженную агрессию, напали на Советский Союз. В тот же день Совет народных комиссаров Абхазской ССР и Бюро Абхазского обкома партии приняли постановление об обеспечении успешного проведения мобилизационных мероприятий. То есть мобилизировались первая волна военнообязанных по республике, партийным организациям, районным советам и Сухумскому городскому совету. Было указано на необходимость оказать соответствующую помощь военным комиссариатам во всех районах Абхазии в проведении данной мобилизации. То есть мало просто собрать людей на сборных пунктах. Их надо было обеспечить автотранспортом, их надо было обеспечить гужевым транспортом, им надо было подвести питание, да, и так далее. Эти задачи были успешно решены. Кстати говоря, в отличие от некоторых других, скажем так, уголков бывшего Советского Союза. Мобилизация, судя по документам, проходила организованно, в полном соответствии с мобилизационным планом. В этом плане, коль скоро мы заговорили о документах, настоятельно рекомендую изданный еще в советский период в Сухуми сборник, который так и называется «Абхазия в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сборник документов и материалов. Уверен, что любой интересующийся теми событиями найдет для себя там немало интересного. Там затронуты вопросы, начиная от мобилизационных, скажем так, мероприятий, да, функционирование промышленности, функционирование сельского хозяйства, боевые действия и так далее. Но это я отвлекся. Значит, население как воспринимало известие о начале войны? С одной стороны, были живы тяжелые воспоминания о периоде, скажем так, Октябрьской революции и гражданской войны, которая, конечно же, затронула и Кавказ. Нашествие меньшевиков и, скажем так, все вытекающие из этого последствия. С другой стороны, люди четко понимали, что на Советский Союз было совершено вероломное нападение. Это никакой не популизм, достаточно почитать документы. Причем внутренние отчеты парторганизации – это не то, что выбрасывалось в газету для, скажем так, агитки. Это люди писали друг другу. Оно не должно было остаться, скажем, оно не должно было стать предметом широкого обсуждения. Отмечалось, что 15-16-летние мальчишки массово рвались, например, во всех районах практически, да, от там, Псоу до Ингура, массово рвались на призывные пункты, завышая свой возраст, говорили, что они уже якобы совершеннолетние, что им
там, исполнилось 18 лет. С другой стороны, мужчины, ну, уже, скажем так, не среднего возраста, еще не пожилые, но уже, скажем так, в достаточном, да, вот вековой категории, да, возрастной, они занижали свой возраст и говорили, что я еще могу стрелять, я прошел там гражданскую войну, пожалуйста, возьмите меня. Кое-кому, кстати, удавалось. Ничего не напоминает? Напоминает. Вот. И интересно, что, как я говорил, около 1000 женщин, точнее там 800, ну, под 900 человек подходит это число, да, которые пошли служить в Красную армию, находились. Преимущественно, конечно, это были медсестрички, потому что женщина в качестве рядового строевого пехотинца, ну, мало подходит под бойца. Были задействованы также в качестве связистов в различных хозяйственных службах, но также, например, вот достаточно вспомнить Александру Назадзе, которая погибла героически в боях за освобождение Ростова-на-Дону, являлась политруком. Ну и Мэри Хафизовна Авицба, первая абхазская летчица, тоже легендарная на самом деле личность, которая воевала в этом знаменитом полку авиационно-бомбардировочном, да, «Ночные ведьмы», так называемые. Вот. Так что, как бы это пафосно ни звучало, с патриотизмом у людей все было нормально, в том плане, что не требовалось даже особой пропаганды, люди прекрасно понимали, за что они шли воевать. Ну, теперь о участии населения Абхазии в оборонительных мероприятиях на первом этапе войны. То есть мы остановились на том, что первая волна мобилизации прошла, часть мужчин ушла на фронт, но по мере развития боевых действий становилось понятно, что война только начинается, и вопреки заверениям официальной пропаганды, что греха таить, было и такое, война не будет молниеносной, противник не будет опрокинут решительным ударом, как об этом кричали все газеты. Противник, наоборот, глубоко проник, углубился на территории Советского Союза, и война предстоит длительная, затяжная, кровавая и тяжелая. Поэтому 1 июля 1941 года Совет народных комиссаров Абхазской ССР, ну, для молодых Совет народных комиссаров, это то же, что Совет министров. В свое время название министра было отменено как буржуазное, и было заменено, собственно говоря, названием «Народный комиссар». Да? Так вот, 1 июля 1941 года Совет народных комиссаров Абхазской ССР принял постановление, называлось оно «О всеобщей обязательной подготовке населения республики к противовоздушной обороне». То есть на предприятиях, в колхозах и государственных учреждениях организовывались учебные группы по подготовке граждан и мужского, и женского пола возрастной категории от 16 до 60 лет. Не только противовоздушной, скажем, но и противохимической. Это сейчас мы знаем задним числом, что, слава богу, в ходе Великой Отечественной войны, вообще Второй мировой войны, химическое оружие, по большому счету, массово не применялось. Но у всех на глазах стоял призрак Первой мировой войны, когда, наверное, все стороны позволили себе периодически травить друг друга химическими снарядами. Мы помним, что прошло без малого 20 лет, все это было как бы на слуху, и люди опасались такой тотальной, достаточно химической войны. Были созданы специальные команды ПВО в городах и селах республики. Работа продолжалась практически всю войну, с 1941 по 1945 год. И за 4 года войны такую подготовку по территории Абхазии прошли 149 349 человек, ну 150 тысяч человек. То есть практически все взрослое население республики. Вообще, если говорить о этих мерах, то в Абхазии была проведена очень большая работа по укреплению местной ПВО. В городах и селах были созданы штабы противовоздушной обороны с соответствующими службами и задачами. Задачи были определены
опять-таки постановлением Совета народных комиссаров, далее для экономии времени я буду называть их СНК, от 14 июля 1941 года под названием «О мероприятиях по укрытию населения в период воздушного нападения на города Сухуми, Гудгали, Гудаута, Гагры, Ачамчира». Что было для этого сделано? Строили новые бомбоубежища, потому что ожидали массированных ударов немецкой авиации, к тому времени уже сыскавших очень злую, нехорошую славу. Мы все помним, началось это еще в Испании, когда был стерт с земли ударами легиона Кондор город Герника. Бомбежка, например, Люфтваффе Роттердама, ну и так далее. Приспосабливались под это дело все. Подвальные и полуподвальные помещения, укреплялась противопожарная оборона, старались соблюдать, скажем так, светомаскировку. И во всех многоквартирных жилых домах в городах Абхазии организовывались ночные дежурства. Еще один момент, связанный с подготовкой кадров для армии. То есть готовились резервы постоянно, как и во всей стране, для Красной Армии. 17 сентября 1941 года ГКО СССР принял постановление о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан Советского Союза. По этому постановлению мужчины в возрасте от 16 до 50 лет должны были без отрыва от производства, то есть непосредственно на предприятиях, там, колхозах и так далее, изучать военное дело. В Абхазии подобные занятия, это называлось ПСИОБУЧ, да, всеобщее обучение, начались с 1 октября того же года. Всего по республике было проведено 7 потоков, через которые прошли до 40 тысяч человек. Подавляющее большинство из них потом, соответственно, когда проводились волны очередной мобилизации, пополняли действующую армию и военно-морской флот. Готовили как обычных стрелков, пехотинцев, так и пулеметчиков, снайперов, минометчиков, связистов, санитаров, ну и так далее. То есть человек проходил всеобуч, получал воинскую специальность и уже направлялся в действующую армию и оттуда, как правило, на фронт. Тем временем война продолжалась. И чем дальше немцы продвигались вглубь советской территории, тем яснее становилось, что рано или поздно боевые действия придут и на Кавказ, в частности в Абхазию. Надо отдать должное советскому командованию, которое это поняло, осознало и, соответственно, предприняло определенные меры для организации заблаговременной обороны, постройки оборонительных сооружений, чтобы встретить противника более или менее подготовленным. Уже 28 сентября 1941 года Совет народных комиссаров Абхазии и Бюро Абхазского обкома партии принимают очередное постановление, которое именовалось «О строительстве оборонительных объектов в первой очереди по укреплению Черноморского побережья». Для реализации данного постановления были задействованы трудоспособное население мужского пола, гужевой транспорт, то есть лошадки, конечно же, кроме лошадок ишачки, да. Вот есть данные, позвольте зачитать. По Гагрскому району ежедневно, ну это посменно, конечно же, на работу выходили по 900 человек, по Гудаутскому 700 человек, по Сухумскому 1100 человек, ну понятно, то есть основной район, да, столичный, по Ачамчирскому по 700 человек, по Гальскому по 600 человек. Довольно вот такими быстрыми, я бы сказал, даже ускоренными темпами возводились укрепрайоны, которые строились в виде отдельных узлов сопротивления в наиболее вероятных местах высадки морских и воздушных десантов противника. То есть это 2-3 линии артиллерийско-минометных пулеметных дзотов, траншеи, окопы, минные поля, да, и различные заграждения. Если сейчас проехаться, допустим,
на трассе до Псоу кое-где, особенно там в Гудаутском или Гагарском районе, нет-нет, но пытливый взгляд выявит вот со стороны, скажем так, если ехать на Псоу с правой стороны, да, то есть противоположной от моря, определенные, скажем так, инженерно-технические сооружения, доты-дзоты. Большинство из них было срыто после окончания войны, но кое-что осталось. Вот. Оно сохранилось. Это тоже, ну, скажем так, объекты истории и напоминание нашим поколениям о том прошлом, да, о той войне. Особое значение имело в то время строительство аэродрома в Бамборе. То есть ежедневно на работы со своим инвентарем, со своими лошадьми, да, а иногда и с техникой, например, трактора, да, арбы и так далее, выходило до 600 местных жителей. В результате аэродром в Бамборах был построен в рекордно короткие сроки, всего за 2 месяца. С 1 ноября до 31 декабря, фактически до Нового года, да, 1941 года. Это было очень важным шагом в деле укрепления обороноспособности Абхазии и вообще всего этого направления, потому как после того, как аэродром был построен и смог принимать самолеты, туда незамедлительно было переброшены самолеты ВВС Черноморского флота. И это действительно поспособствовало усилению обороны республики. Все эти меры действительно были предприняты своевременно и правильно, и дальнейшее развитие событий это подтвердило. Потому что с мая 1942 года в небе над Абхазией интенсифицируются разведывательные вылеты немецких самолетов, оснащенных специальной аппаратурой для произведения аэрофотосъемки местности. Особое внимание, конечно, уделялось мостам, дорогам, туннелям, к другим там гражданским военным объектам, понятно, с какой целью. Да? Как правило, эти самолеты шли на большой высоте, и советские истребители, которые взлетали, но они не успевали их догнать, они их могли только отпугнуть. Поэтому советское командование знало о всех этих приготовлениях. Это был такой сигнал своеобразный, да, о том, что что-то готовится. Поэтому в Абхазию начали перебрасываться с мая 1942 года дополнительные советские воинские части. Основной удар, по большому счету, ожидался со стороны моря и со стороны воздуха. Это сейчас нам может показаться странным в силу своего так называемого послезнания. Но у всех тогда, опять-таки, на слуху была, например, такая успешная десантная операция, как «Посейдон», то есть май 1941 года, когда немецкие парашютисты внезапным ударом с воздуха фактически разгромили, захватили, да, разгромили британские силы на острове Крит и захватили данный объект. А еще раньше, собственно, 1940 год, форт Эбен-Эмаэль, казалось бы, неприступный. Опять-таки немецкие парашютные десантные войска, так называемые «Фальшемьягер», внезапным ударом высадились на крыши данных фортов и, опять-таки, в течение кратковременного боя ценой довольно низких потерь прекрасно подготовленные штурмовые группы овладели данными укреплениями. В колхозах и совхозах Абхазии, а также на предприятиях были созданы группы содействия истребительным батальонам, которые вели наблюдение, например, за воздушным пространством, не пролетит ли где немецкий самолет, не выбросит ли он десант. Потому что десанты на территории Абхазии, в общем-то, были, случались и неоднократно. И опять-таки бойцы истребительных батальонов этих диверсантов локализовали и обезвредили, были жертвы. События стремительно развивались. 5 мая 1942 года командующий Закавказским фронтом генерал армии Иван Теленев издал приказ под названием «О введении особого военного режима в городах Черноморского побережья Кавказа, в приграничных городах и приграничной зоне». Приказ в том числе касался и Абхазии.
то есть в городах Гагра, Сухум, Ачамчира, а также в 15-километровой зоне в глубину от моря, да, в предгорье, устанавливалось ограниченное движение людей и транспорта с 0 часов до 5:00 утра. Вводились особые пропуска для гражданских лиц, которые были задействованы по работе и по службе на спецпредприятиях. Усилена охрана объектов государственного и военного значения. Города и населенные пункты были разбиты на специальные сектора. А также производились практические занятия по обороне, то есть отрабатывалась тактика ведения, например, уличных боев. То есть понимали все, что все было достаточно серьезно. После того, как немецко-фашистские войска, конкретно 49-й горный корпус под командованием генерала Рудольфа Конрада, в августе 1942 года подошел к северным отрогам главного Кавказского хребта, советское командование стало предпринимать экстренные, я бы сказал, запоздалые меры для того, чтобы хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию. Наконец-то в горы были направлены войска, точнее часть войск, потому что по-прежнему ждали удара с моря, да. Войска были направлены, но и опять-таки здесь были допущены ошибки. То есть ряд перевалов не оборонялся вообще. Например, Дамхурц. И противник эти перевалы брал без боя. Те же перевалы, на которых находились советские войска, они не были надлежащим образом подготовлены к обороне. То есть, что я имею в виду? Не были перекрыты тропы с северной стороны, да? Опять-таки на подступы к перевалам с северной стороны не выносились оборонительные позиции, не были вырыты окопы. В лучшем случае, некие, скажем так, стрелковые ячейки из камней, благо мы с нашими товарищами, с нашими коллегами не первый год ходим по горам и имели возможность на ряде направлений, на ряде перевалов самим непосредственно оценить то, что там оставалось. То есть, к сожалению, произведенные работы производились прежде всего слишком в запоздалом темпе. И, конечно же, это было, если не ни о чем, можно сказать, почти что ни о чем. Кроме того, те бойцы, да и командиры, пожалуй, которые направлялись в горы, зачастую они горы либо плохо знали, либо не знали совсем. Но еще один такой момент, то что, как правило, штабы находились в значительном удалении и друг от друга, и от своих частей подразделений. То есть связь, понятное дело, только с помощью вестовых, потому что обычная полевка в горных условиях не работает. Все это привело к тому, что привело. Теперь позвольте краткий обзор произвести боевых действий в горах Абхазии в ходе оборонительного этапа битвы за Кавказ, как разворачивались события. Всего этих направлений было 5, где действовал 49-й отбойный стрелковый корпус. Абхазию непосредственно затрагивает 3. Это Кухорская, Марухская, Санчарская. Эльбрусская и Умпырско-Белореченская, скажем так, такие второстепенные. Сейчас мы об этом поговорим. Главный удар знаменитой, воспетой, в том числе и Владимиром Высоцким, дивизии Эдельвейс с неким таким романтическим оттенком, почему-то у нас о ней говорится в последнее время, стала военно-сухумская дорога. Понятно почему. Это кратчайший путь к Черноморскому побережью Кавказа. Такой немецкий, скажем так, деятель государственный, как Альберт Шпеер, это рейхсминистр по вооружению и военному строительству, вспоминал, позволю себе зацитировать, когда немецкие горные егеря устроили пропагандистскую, по большому счету, акцию, выдрузили флаг Третьего рейха на Эльбрусе, надеясь сыскать себе тем самым славу, да?
и благосклонность Адольфа Гитлера. Вот что вспоминал Шпеер, цитирую. И тут вдруг в Ставку поступило сообщение о том, что подразделение германских горных стрелков забралось на окруженную ледниками самую высокую гору Кавказа Эльбрус и водрузило на ней имперский военный флаг. Ну, то есть имперский, понятно, Третий рейх, гитлеровская Германия. В сущности, это была чистейшей воды авантюра, которая никак не могла отразиться на ходе военных действий. Все мы полагали, что вообще не стоит придавать безумной выходке альпинистов-фанатиков большое значение. Реакция Гитлера была совершенно иной. Мне нередко приходилось видеть, как Гитлер гневается, но я никогда не думал, что он способен настолько потерять самообладание. Несколько часов он кричал и бился в истерике, словно этот эпизод поставил под угрозу весь стратегический план Восточной кампании, ну, то есть кампании против Советского Союза. Даже через неделю после произошедшего Гитлер никак не мог успокоиться и проклинал, в кавычках, этих сумасшедших альпинистов, которых следовало бы отдать под военный трибунал. Конец цитаты. Он говорил, что этих идиотов, этих негодяев обудло честолюбие, и они полезли на эту дурацкую вершину, хотя Гитлер, как верховный фюрер, недвусмысленно приказал бросить все силы на Сухуми. Конец цитаты Шпеера. То есть сам Гитлер, как мы видим, придавал особое значение взятию столицы Абхазии. Как шла война, как развивались события? 14 августа 1942 года, по другим данным 15 августа, ну, опять-таки, зловещая дата в истории Абхазии, был взят Кухурский перевал, а затем и перевал Нахар, потому что Кухурский перевал был взят с боем. На перевале Нахар советские войска поначалу отбили немецкую атаку, но после того, когда немцам удалось достичь успеха на Кухоре, если посмотреть на карту, понятно, что если бы с Нахара силы не были отведены, то они бы оказались в мешке. Ну, вариантов, собственно говоря, было немного. Либо сдаваться, либо с боем пробиваться, либо все там погибнуть. Решили сохранить силы для организации дальнейшего сопротивления, поэтому силы были отведены. Немцы устремились на юг. Продвигались они вдоль долины реки Клыч. Кто там был, тот знает, что это своеобразная такая бутылка. Да, и они стремились выйти из горлышка этой бутылки, чтобы далее устремиться на оперативный простор. Ну вот выход из этого горлышка, это, собственно говоря, район слияния рек Гвандра и Клыч. Советские войска несли очень тяжелые потери, например, первый стрелковый батальон 815-го стрелкового полка, который принял бой, был полнокровный батальон, около 500 человек. В живых осталось всего 17 после 3 дней боев. Люди стояли и умирали, но ценой своей жизни действительно задержали противника. В Москву известие о потере перевала пришло благодаря вот этой вот неразберихе со штабами и связью, которые я упоминал ранее, спустя лишь 3 суток. И Сталин, конечно, тоже был в ярости. Но надо отдать должное Ставке и штабу 46-й армии. Были незамедлительно переброшены на Кухурское направление подкрепления с побережья. Но опять-таки, пока войска дойдут, преимущественно в пешем строю, необходимо было выиграть время. Вот те люди, которые стояли и умирали, они с ценой своей жизни выиграли время для того, чтобы подошел, скажем так, второй эшелон, более или менее свежий, и вступил в бой с гитлеровцами. Решающий бой на Кухорском направлении произошел 27-28 августа 1942 года, когда немцы, поняв, что изначально нахрапом, наскоком советские войска взять не удастся, они организовали очень грамотно продуманный обходной маневр. И до 300 горных егерей чуть было не разгромили штаб 394-й стрелковой дивизии, которая держала оборону, собственно говоря, на этом направлении. Вот у слияния как раз рек Гвандра и Клыч. Если бы им тогда это удалось, но процентов, наверное, на 95
вся оборона Кухорского направления просто бы рухнула. Но помог случай. В самый разгар боя, когда оборону, скажем так, держали уже там повара, писари, машинистки, все, кто, даже раненые, все, кто мог взять в руки оружие, подошел свежий 121-й горнострелковый полк, который с марша развернулся, ударил по немцам, собственно говоря, отбросил противника, частично взял в плен, частично уничтожил. Вот. После этого гитлеровцы не предпринимали сколь-либо активных действий на Кухорском направлении. Советские войска, в свою очередь, чуть-чуть оправившись, скажем так, от потерь, произведя реорганизацию в сентябре месяце, перешли в контрнаступление. Нельзя сказать, чтобы все там шло так гладко и плавно. Медленно продвигались вперед, прогрызая, что называется, оборону противника. Немцы отошли к перевалам Главного Кавказского хребта, с которых снялись в середине января 1943 года, когда был дан общий приказ сниматься вообще с перевалов Кавказа и отходить, потому что в этот момент даже не столько Сталинград сыграл роль, сколько, скажем так, бои в районе Моздока и Нальчика, когда фронт немецких войск начал рушиться, то есть немцы в свою очередь поняли, что им, что называется, светит очередной котел. Ну и начали отводить свои войска. Отвлекаясь от темы, должен сказать, что одновременно с началом наступления на Кухорском направлении гитлеровцы начали бомбить Сухум, Гудауту и другие города Абхазии. Например, в Гагарском, там, Сухумском, Ачмечийском районе, Гудаутском не только даже населенные пункты, сколько, вот, например, разные объекты важные, да, как, например, Кадорский мост неоднократно совершали авианалеты, но силы ПВО отразили эти удары и отогнали немецкие бомбардировщики. 15 августа 1942 года был произведен первый, но, к сожалению, не последний авианалет на Сухум. Бомбили преимущественно район морского порта, ну, по понятным причинам, и также центр города. То есть было потоплено 2 судна, очередные 2 судна были, скажем так, тяжело повреждены. Около недели город продолжал оставаться под авиаударами Люфтваффе, но опять-таки советскому командованию удалось выровнять положение, перебросить дополнительные силы и средства, усилить воздушную оборону города и отогнать этих стервятников от населенных пунктов. По официальным данным, опять-таки неполным, потому что они не учитывают погибших пассажиров этих судов. В городе было, значит, в городе погибли как минимум 100 человек именно из числа жителей Сухума. И 836 человек было ранено за 5 дней, но это все-таки немалое, скажем так, число. Вот. Ну, последние бомбы упали на Абхазию уже в феврале-марте 1943 года, но это были одиночные налеты отдельных самолетов немецких, которые, скажем так, ну, наверное, вымещали злобу какую-то, да. Это не были какие-то организованные акции, и такого рода налеты на общий ход боевых действий, конечно же, повлиять не могли. Марусское направление, оно было вспомогательное, но опять-таки, если посмотреть на карту, понятно, что немцы рассчитывали долиной реки Ацгара выйти в тыл к Ухорской группе войск. Боевые действия здесь происходили несколько по иному сценарию, чем на Кухоре, например, и на Санчару, о чем ниже. По кому как в данном случае советские войска успели выйти на оборонительные рубежи, занять перевал Марух, это 27-28 августа, если говорить конкретно 1942 года. Но более того, они предприняли такое наступление, весьма неожиданное для немецкого командования, в районе Аксаутского ущелья, чтобы как раз-таки облегчить положение тех советских войск, которые под натиском немцев вели упорные оборонительные бои на Кухоре. Ожидаемо, что атака была, в общем-то, остановлена, а потом отбита. Наши части были вынуждены отступить. Тем не менее, это задержало продвижение немецких частей на Кухоре там, на
4-5 дней. Затем противник подтянул специальные горные альпинистские части, там 2-й высокогорный батальон, например, под командованием майора Бауэра. Что называется, действительно переиграл наши войска, зашел в тыл через, казалось бы, вообще непроходимые скалы. Но тут сказалась подготовка. Наши просто не ожидали. И за несколько часов боя практически полностью уничтожил 2-й батальон 808-го стрелкового полка. Овладел перевалом Марух, продвинулся ниже на 5 километров, но опять-таки был остановлен благодаря упорному сопротивлению советских войск, которые опять-таки, как и на Кулхоре, как и на Санчару, стояли насмерть. В октябре месяце пошел снег, и боевые действия там прекратились. Опять-таки немцы отошли на хребет, и уже в январе 1943 года оттуда ушли. На Санчарское направление было наиболее опасное, потому что здесь немцам удалось подойти, скажем так, к Черноморскому побережью на наиболее близкую дистанцию, то есть заняв перевал Санчару, Адзапш, Чмахара и так далее. Там действовала не Эдельвейс, там действовала 4-я горнострелковая дивизия Энциан, то есть Горячавка, тоже цветок такой горный. 26 августа они взяли Санчарский перевал, 27 числа оккупировали Псху, вышли в долину реки Бзыбь, разделились на 2 группы, то есть перевал Гудаутский и Доу, он же Сухумский. На перевале Доу они встретили ожесточенное сопротивление и, в общем-то, остановились. А на перевале Гудаутском просто не находилось советских войск, они его взяли без боя, но когда спускались уже вниз, вот это был наиболее такой угрожаемый участок в сторону села Хабила, Чандара и так далее, где они могли продвинуться максимально. Был жестокий встречный бой с 4-м стрелковым батальоном 155-й стрелковой бригады и Гудаутским истребительным батальоном. Немцев задержали, остановили, потом началось советское контрнаступление, было освобождено село Псху Сухумского района, и, в общем-то, их точно так же отбросили к перевалам главного Кавказского хребта. Отходили они медленно, отходили они огрызаясь, то есть, как и в предыдущих, скажем так, случаях, так как я рассказывал, велись упорные затяжные бои, которые стоили жизни очень многим нашим солдатам и офицерам. Тем не менее, прорыв, подводя итоги, да, на всех 3 направлениях прорывы были купированы, локализированы, и потом уже дальше произошло вот то самое контрнаступление по одному сценарию советских войск. Ну и завершая свою лекцию, кратко, тезисно о том, как мы говорили о солдатах, а как, собственно говоря, тыл помогал фронту. Да. После начала войны в городах и селах Абхазии, практически всех, прошли массовые мероприятия, массовые митинги. Конечно же, они были организованы по указу сверху, но они, собственно, выражали волю населения, выражали волю народа. На митингах был брошен призыв, как и во всей стране, отдавать все силы и средства для разгрома врага. Напомню, что тогда был создан Всесоюзный фонд обороны Родины. Да, граждане всех республик Советского Союза начали отчислять в этот фонд, да, там по-разному свой, там, 1-, 2- или 3-дневный заработок. А колхозы, например, там, часть средств от продажи урожая, от реализации. Многие люди приносили просто туда свои личные сбережения. Ну и немного статистики. Всего за 4 военных года от населения Абхазии в указанный фонд поступило 4 миллиона 368 тысяч рублей деньгами и 5 миллионов 371 тысяча рублей облигациями. Еще одной формой оказания помощи фронту стали государственные военные займы. Ну, то есть, когда государство, скажем так, занимает, да, как следует из названия, да, продает эти документы. Это, правда, не с 41-го, это с апреля 42-го года было. А потом, после окончания войны, оно обязуется эти займы компенсировать. И общая сумма подписки в 1942-1945 годах по Абхазии
составила около 17 миллионов рублей. Также очень широкое распространение по республике получило такое массовое движение по сбору денежных средств и, например, материальных ценностей, ну, начиная там, от серебряных ложек, да, и вилок, заканчивая драгоценностями. Да, женщины действительно сдавали самые последние, включая кольца свои обручальные, там, сережки там, и так далее, на строительство военной техники для Красной Армии. То есть на средства населения республики были построены ряд танковых колонн. Там, юный пионер, боец всеобуча Абхазии, потребительская кооперация, здравница Абхазии. Была построена эскадрилья боевых самолетов колхозник Грузии, самолеты ОСО «Авиахимовец» Абхазии и здравница Абхазии, торпедный катер «Комсомолец» Абхазии. Всего за 4 военных года население республики пожертвовало свыше 30 миллионов рублей на строительство военной техники. Ну, понятно, что и войска, люди слали подарки, скажем так, преимущественно одежду теплую, там, это валенки, тулупы, шинели, полушубки, свитера, носки, варежки, да, продукты питания, как то табак, чай, мед, цитрусовые, сыр, вино, чачу. Этот список можно продолжать, это вообще отдельная тема для разговора. Кроме того, учитывая то, что практически все трудоспособное мужское население Абхазии ушло на фронт, а промышленность, сельское хозяйство должно было работать, женщины заменили мужчин на производстве. Причем на таких, казалось бы, тяжелых, да, объектах, как, например, шахта, да, Ткварчал-Уголь. То есть около 60% задействованных в этом тресте, включая отбойщиц, да, мотористов и так далее, составляли женщины, которые выполняли тяжелую физическую мужскую работу. Производительность труда от этого не падала. Ну и в заключение скажу, что люди осуществляли опеку над ранеными солдатами, офицерами Красной Армии военно-морского флота, которые производили лечение в медицинских учреждениях Абхазии, расквартированных в период войны. То есть свыше 200 тысяч наших солдат за 4 военных года поправило здоровье раненых, да, больных здесь. Опека выражалась от населения различными способами. То есть там не только приносили подарки, да, раненым бойцам, например, организовывали концерты художественной самодеятельности, помогали, например, производить какие-то ремонтные работы, да, в госпиталях, уборку территории, снабжали прессой, ну и так далее. Подводя итоги, хочется сказать, что действительно это вот тот пример, когда единство фронта и тыла – это не просто какой-то лозунг пропаганды, это действительно так. Люди того времени так мыслили, так думали, так воспринимали создавшуюся ситуацию и действовали в соответствии с этим. Это пример высокой гражданственности, это пример патриотизма, это пример действительно самопожертвования. Как бы красиво это ни звучало или пафосно даже может кому-то показаться. И действительно весь народ в едином порыве, да, выстоял и победил, и внес достойный вклад в общую победу. Абхазия является родиной, как мы знаем, 23 героев Советского Союза. Такие имена, как Владимир Харазия, Варлам Габлия, Ясонка Каскерия, Ражден Барциц, Арутюн Чакрян, Виталий Попков, Гагринец, дважды Герой Советского Союза, или хотя бы Мелитон Кантария. Они известны, ну, наверное, каждому школьнику, я надеюсь. И очень хочется верить, что, несмотря ни на все политические расклады, политические перипетии, это не станет конъюнктурой, и все попытки как-то принизить или очернить великую победу, а, соответственно, и тех, кто эту победу приближал, и на фронте, и в тылу, они не найдут понимания, они не найдут отзыва в сердцах людей. Потому что это действительно вечно, это то, что будет. И на них, наверное, надо равняться подрастающему поколению, потому что пример, как защищать Родину, вот он был дан.
тогда и впоследствии потом подействовал на многие-многие поколения тех уже внуков, правнуков, сынов Победы, которые, собственно говоря, живут по настоящее время. 1942 года шли ожесточенные бои по освобождению села Псху, и существуют разные версии. Кто-то говорит, что это 9 число, кто-то говорит 7. По вашим материалам, какая все же принята дата официально, которая должна считаться вот настоящей? Спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень интересный. Официально, еще в советское время и сейчас, 9 сентября принято считать днем освобождения села Псху. Но если, например, изучить не только советские, но и немецкие документы, которые, конечно, тоже представляют интерес для историков, вырисовывается несколько иная картина. Командир боевой группы Штетнер отдал приказ о выводе своих войск из села еще вечером 7 сентября. В ночь с 7 на 8 сентября начался вывод войск. 8 числа, собственно говоря, велись арьергардные бои. 9 числа советские войска уже находились в селе, но сколь-либо значительных боев там, честно сказать, не происходило. Да? Возможно, я допускаю какие-то некие отдельные стычки, когда там дочищали, да, село, когда имели место боевые действия с арьергардом немецким. Но, опять-таки, повторюсь, 9 сентября 1942 года никаких масштабных боев в селе Псху не было.